Папа Ткаченко Григорий Никифорович. Мама у меня немка. Ульман Ксения Густавовна. Папа привез сюда с войны. Маленький домик у нас был. Я не знаю, не помню, как папа с мамой строили его. Ну, был маленький домик, дворик был свой. Это было, сначала был город Карло-Липниктов в Донецкой области. Сейчас этот город переименовали, сейчас этот город стал Солидар, Донецкая область. Папа работал военный, да, а мама работала там где-то на вахте. Вот. Их маму послали, ну, выслали, немцы высланные были, их выслали, они работали в лесу, на вахте она стояла. И потом она ушла на этот самый, домой, а папа ехал на машине, папа шофер у меня был. И нечаянно ее ударил, зашиб ее. Вот. И потом сразу быстренько в больницу, стал в больницу к ней ходить. Ходил в больницу, там они познакомились. Вот. Стали, встречаться туда-сюда, потом в 46-м году освободили. Папа хлопотал, чтобы маму забрать сюда, на Украину. В 46-м году сестра моя родилась. Я родилась в 49-м году. Сестре 3 года было, потом я родилась. Потом ходили в садик, папа работал шофером, мама работала, сначала в больнице работала санитаркой, потом перешла работать в регистратуру в больнице. Закончила школу. Папа также работал шофером, потом заболел. Его перевели с электриком на шахту. У нас там соляные шахты, вот где Солидар, у нас соляные шахты. Его перевели электриком работать. Потом в 67-м году папа умер. Мама осталась одна. Нас уже было 3. В 57 году братишка родился. Мы жили втроем, 3 нас было. Я пошла работать на шахту, на соляную. Подделала себе этот самый год рождения. Сделала 48-й, чтобы меня взяли на работу. Пошла на работу, работала на соляной шахте. Работала на заторовке. Грузили соль в мешки. Мы мешки, зашивали там на машинке. Вот, проработала там некоторое время, а когда еще поменьше была, меня папа учил на машине ездить. Я так все время хотела, и я ему сказала: папа, я все равно буду шофером. Когда папа умер, я маму обманула и сказала: мам, я пойду учиться. Она говорит: хорошо. Я поступила в автошколу в городе Артемовске и проучилась уже там 2 месяца. Потом у меня с глазами что-то стало. Мама говорит: давай я тебя поведу к глазному врачу, чтобы тебе глаза проверить. Меня проверили глаза, немножко у меня плоховатое зрение было. А я своему этому руководителю не сказала, что у меня плохое зрение. Потом мама говорит: я поеду к твоему руководителю, скажу, чтобы тебя отпустили, чтобы полечилась. Я, скрипя сердцем, хочешь не хочешь, я пошла, маме сказала: мама, я на шофера учусь уже 2 месяца. Мама говорит: я пойду заберу твои документы. Я сказала: я никуда больше не пойду учиться, потому что я хочу быть шофером. Вот училась 6 месяцев, получила права. Работать сначала негде было. Потом у нас птицефабрика была там недалеко. Я поехала туда, на птицефабрику, там устроилась, мне дали ГАЗ-51, ГАЗ-93, самосвал. Старый. Поработала на этом самосвале месяцев, наверное, 8. А старшая сестра у меня вышла замуж, на Урале она жила. И у нее родился ребенок, дочка родилась, она мне говорит: мне трудно, муж все время на работе, муж у нее техник по самолетам был. Она говорит: мне трудно, пускай Наташа приедет, мне просто, чтобы она немножко помогла. Мне пришлось уволиться. Уволилась, я поехала в Каменск-Уральский. Приехала туда, в Каменск-Уральский, поработала, не работала, побыла немножко, потом говорю: давай определим ее в детский садик. Ты на работу пойдешь, я на работу пойду. Хорошо, ладно. Нашли мы детский садик, отправили племянницу в детский сад. Я пошла работать на такси. Это был 72-й год. В 72-м году я проработала, в общем, с 72 по 74 год я проработала на такси. Потом мама заболела, говорит: давай приезжай, мне плохо. Я устроилась в воинскую часть. Поработала в воинской части и познакомилась с одним мужчиной. Солдат.
منم چشماشو دیدم و عاشق شدم ده короче. Как будто нильгун. Закончил он службу, я теперь... мне ничего не говорит, что замуж я выйду за него или не выйду, он мне ничего не говорит. Хай шиштим гап. Хай гапамон зур шуд, да, кори карам. Потом он говорит, я уезжаю. А я в расстроенных чувствах, что делать? Уезжает, ничего не сделаешь. Я говорю, ладно, уезжай. Уехал, потом мне по телефону звонит. Я поговорил со своими родителями, разрешили мне на тебе жениться. Я приехала сюда. Апагом хамашон кабул каран, падарам дилпур, гуфт боваринок одам, лоя овардим, нико кардим, ҳамаш ҷо ба ҷо қонунӣ гуфтагӣ бо мусулмонгари қатӣ. Баъд падарам қабул карданд ки гуфт никоҳ гирифт, қабул. Бо беҳад нағз медидам ина. Беҳад. Ин любой хизматаша мекард, любой вай дар кор шавад, марҳамат. Отец ему говорит, если хочешь жениться, женись. Потом он меня сюда привез, познакомил с отцом, с матерью. Модарам украинка, аз шаҳри Днепропетровск. Бо падарам давраи ҷанг соли 44 шинохт шуда буданд. Модарамро аз Германия нав гардонда оварда буданд ва ё Германия бурда буданд маҷбуран. Амонҷо ба шинохт шудану соли 45 гашта омаданд ба Тоҷикистон. Он вақтҳо дар шаҳри Уротепа зиндагӣ мекардем. мо накун инҷа ба таваллуд шудагӣ. Бародарам ҳамун вай ба Уротепа ба таваллуд шудагӣ. Баъд аз вай падарам аз Уротепа ба Чапаев кӯчида омад. Дар он ҷо кор мекард, бригадир буд. аз он ҷо баъд кӯчида ба қишлоқ омадем, ба коммунизм, Кумсангир. ман дар ҳамин ҷо таваллуд шудам. апаҳомам ҳамин ҷо ҳамашон таваллуд шуданд. хуштоманам меҳмонӣ омадагиш ба мо вохӯрикарӣ рафтем душанбе ба. Вай сувор шуда омадааст. мо мебиёем хона ба расида омадагӣ. Хонаи дугонаи занак ба шиштагӣ. Вай чанде истодагиш ба мегӯяд, как я удивляюсь этим людям, какие добрые люди, гостеприимные. Инаш мегӯяд, шумо модари Наташа монанд шумо рошид хони моон ба. Инаш мекашад хони моон ба. Хай халқи моон меҳмондӯст. Мама приехала, говорит, я теперь понимаю, почему ты не хочешь домой ехать. Я говорю, почему? У вас тут такие хорошие люди. Она только приехала, вы Наташина мама, вы Наташина мама. Она говорит, тебя все тут знают, что ли? Я говорю, мама, у меня такая работа, конечно, меня все знают. Вот. И сколько мама здесь была, она говорит, мне даже отсюда не хочется уезжать. Так мне здесь хорошо, говорит, такие люди хорошие, такие приветливые. Они, говорит, меня не знают. Пойдемте к нам в гости, пойдемте к нам в гости. Она говорит, мне так неудобно, как я пойду в гости, я никого не знаю. Я говорю, мам, вот такие вот здесь люди. Она, поэтому я понимаю, почему ты не хочешь ехать домой. Халқи тоҷик меҳмондӯст халқ. Ҳайрон шуданд, кори кара. Ки манаи хел халқ будааст. Маме моей вообще понравилось здесь. Я бы не уезжала, если бы, говорит, там дома не было. И там уже, как говорится, братишка еще там жил. Она говорит, я бы осталась бы здесь. Мне так нравятся здесь люди такие хорошие. И вообще природа хорошая.
нас сельхозтехника была, работала в сельхозтехнике. Потом в сельхозтехнике ушла работать в постсовет. Позвали меня в поселковый совет, я работала сначала бухгалтером, потом попросили меня работать секретарем. Это секретарь ушла в этот декретный отпуск, я работала секретарем. Там же, где постсовет был, там у нас был ЗАГС. Потом меня в ЗАГС, там женщина русская работала, Выгодина Полина Степановна в ЗАГСе работала, она меня взяла к себе регистратором. Я регистратором проработала. Немножко в школе поработала, преподавала русский язык, 1-4 классы. Приняли нормально, все, я говорю, я пошла на работу, там вообще мы работали немцы, болгары, узбеки, таджики, потом армянка была одна, украинка была, там, короче, интернационал у нас был. Отпуска мерафт хонаш, як 10 роз меистод, модарашам мегуфт ки, мама, я домой поеду. Ну ты же дома. Нет, у меня дом там. Там люди другие. Там совсем по-другому жить. Менталитет ему он тоджико дига хелохи. У каждого человека свои обычаи. Я, например, отношусь прекрасно к этим традициям. У каждого народа свои, как говорится, своя религия. Я, например, никаких претензий, ничего не имею. Надо, значит надо. Я вот таджикские праздники отмечаем, дети приходят. Это мои свои праздники тоже. Ну, у меня тут немного соседей. Допустим, моя Пасха там, да, вот или что. Тоже я отмечаю. Я вообще уважаю таджики, мне кажется, мои родные люди. Везде, кругом, как только свадьба или какой-то маракат, все обязательно приглашают. Ин бабулай колхози, кодако особенно бенан, бабуля, ҳамсоё биад нағз мебинанд. бабул чӣ дар кор, ягон хизмат бошад гап занид. ор тамом шавад, ном фон мебардоранд мебиён, любой хӯрока мебардоранд мебиён. бисёр ҳурмат мекунанд. ман 2006 ҳаминҷа келинчида омадагиём, хати якай наташа ҳамсоя. занаки хубай. хати ҳамсояҳо рафт омади хуб дора, муносибати хуб дора. 18 сола ҳамиҷаем, ягон бор ҷанг нашидаем. Я никогда с соседями не ругалась, никогда. Вот здесь вот в округе спросите, я все дети, я всех бабуля. У меня соседка была здесь, жила рядом. Я ее детей, с детьми с ее возилась. Они считают, что я ее бабушка, ихня. Вот сейчас они в Душанбе живут. И так вот любого ребенка спросили, все говорят, бабуля, все, я как будто бы я общая бабуля. С соседями у меня прекрасные отношения. Хоть старые, хоть молодые, со всеми нормально. фарзандому кати ҳамчун ба фарзандаи худаш муносибати хуб дора. ҳурмат иззати шуруаи мо ҳам ҳама каса ҳадду ҳамсоя ҳамамон ҳурмат мекунем, иззат мекунем. падарам тоҷики буд, модарам украинка. занака модараш немка, падараш украинец. мана акун бо агар аз тарафи набирачаво гирем, бачаҳои ҷиянам, ваям модараш немка, падараш тоҷик. бибигари украинка, якташ немис, мана 4 хун, якта шуда, тоҷик шудаги озира, ҳама тоҷик. Соседи были хорошие. Соберемся, у нас там Хасанкуль был. Вот с этого района мы на Хасанкуль пешком ходили. Соберемся вечером, когда прохладно, пройдем туда, песни поем, короче, танцуем, там, короче, веселились, да. Никто никогда не говорил, какой ты там таджик, кто ты по национальности. Никто никогда ничего не говорил. Как-то вот и не было такого. Я каждый год ездила на Украину. Поеду я 3 недели, 4 недели, и то 3 недели я терплю. Мама еще живая была. Мама говорит, мам, я поеду домой. Она, твой дом здесь. Я говорю, нет, мам, мой дом там. Прекрасно меня здесь приняли. Как будто бы всю жизнь я здесь жила. Никто мне ничего... Я вот сколько живу здесь, я здесь. Вот считайте, уже в декабре, 16 декабря уже 50 лет будет, как я приехала сюда.
В 1974 году я приехала сюда. Мне ни один таджик ни одного плохого слова не сказал. Это вторая родина моя. ҳамин худо ба шукр ҳай ҳамаи корро мекунад. Зиндагимон қатъи ҳамин занак аҷоиб гузашт. Ман ин занак 1001 бор розиам.